Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации «Шежере» Салават Хамидуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о племени Меркиты. Меркиты, они живут довольно-таки компактно. В общем-то, основная масса их живет на территории Аургазинского района. Это когда вот в Стерлитамак едешь, проезжаешь Талбазы. Меркиты, основная масса деревень находится на территории Аургазинского района. Также там пару-тройку деревень есть на территории Давлекановского, Мейкинского. Род небольшой, всего-то их там порядка, может быть, 10-15 деревень. Но род очень знаменитый. Самое главное в мировой истории. Да, он мощно отразился, этот род. Это известное монгольское племя Меркиты. Да, монгольское, не монгольское, тоже сейчас споры идут. Все-таки считается сейчас больше, что не монгольское племя. Традиционная версия, да, просто на территории Монголии они жили, на территории современной Монголии. Тогда-то она Монголия не называлась. Вот. Это просто была, так сказать, огромная территория, на которой проживали масса разных этносов. Этническая картина на протяжении, скажем, веков она менялась там в Центральной Азии радикально. Почему? Потому что Центральная Азия такой огромный регион, очень удобный для кочевого скотоводства, и там, если мы будем брать историю, начиная там с 1-2 тысячелетия до нашей эры, когда там эти степи занимали индоарийские племена, то есть условно называемые скифами, да. Скифы, звериный стиль, после себя огромное количество памятников оставили. И до сих пор раскапывают даже там в 50 километрах от Пекина скифские курганы, да. И потом скифы сменились на гуннов, после гуннов пришли там другие, там постоянно вот это происходило, так скажем, ротация народов. И вот одно из таких племен, которое жило на севере современной территории Монголии, вот было племя Меркит. Ну, сейчас, в общем-то, считается, что все-таки это было не столько монгольское. Гумилев там говорил, чуть ли вообще не самодийское какое-то племя, но в чем, конечно, можно сомневаться. Есть тюркская гипотеза. Да, есть тюркская теория, все-таки она более такая, скажем, оправданная. Сейчас ведь есть и методы генетического анализа, по крайней мере, Меркиты Башкирии там уже генетически протестированы. Далеко все это от Монголии. Но если говорить о современных потомках меркитов или всеми племенами, которые носят такое название, то есть среди бурят. Среди бурят есть, да, несомненно. Род Меркит. Среди волжских калмыков. Среди рода Кирей, внутри рода Кирей есть подвид. Да, небольшой род, Меркит есть. Да. А потом, соответственно, на территории Кемеровской области. Там у алтайских народов есть тоже. Да. Ну, Меркита. И вот, соответственно, у башкир. Да. Вот. Но это как раз вот остатки того могущественного племени, которое потерял свою государственность в результате как раз вот политических событий, связанных с возвышением Чингисхана, с возникновением Монгольской империи, поскольку меркиты, наверное, это были самые непримиримые противники Чингисхана. Если я правильно понимаю, то 11-12 век – это как раз самое такое золотое время меркитов, самое мощное их время, и уже вот с середины 12-го, в 13 веке это уже закат. Однако, как я опять же тут могу прочитать, практически вся монгольская элита была жената, то есть жены монгольской элиты были как раз меркитки. Меркитки, да, но надо, наверное, многие смотрели фильм «Чингисхан», голливудский фильм «Чингисхан», там Омар Шериф, смешно, конечно, в роли Чингисхана, который был в 60-е годы. Потом были, фильм «Монгол» Бодрова, да, там и так далее, где все это прекрасно описывается, вот эта история, Троянская война, как Гумилев назвал, когда меркиты напали на лагерь Чингисхана и захватили жену Чингисхана, увезли к себе. Жену Борте взяли, Борте. Почему потом старшего сына Чингисхана Джучи всегда обвиняли, что там меркитским выродком называли, что вот она была в плену довольно-таки долгое время. И он не является кровным сыном Чингисхана. Вот. Война, у него был, конечно, большой зуб. Вот помните, да, там как Троянскую войну, как Елену тоже, захватили, увезли эти троянцы, потом греки пришли, ахейцы, и Трою штурмовали. Вот примерно то же самое и получилось здесь. Меркиты захватили жену Чингисхана, потом Чингисхан искал способы, как отбить обратно жену, готовил нападение, напал, и потом между двумя племенами пролегла вражда неразрешимая никак. И в итоге меркиты несколько раз собирали коалиции, участвовали, вернее, во всевозможных античингисхановских коалициях, сражались не на жизнь, а на смерть Чингисхана. Но в итоге Тактабек, предводитель меркитов, потерпел поражение. Меркиты, не основная часть, а, наверное, самая такая непримиримая часть, была вынуждена бежать на запад, на территорию современного, Восточной Европы и Казахстана, в общем-то, к кипчакам, так называемым. И потом, когда уже монголы пришли, разгромили кипчаков, и эта часть меркитов все-таки оказалась под властью монголов. То есть не смогли они, даже уйдя из Монголии, избежать монгольского завоевания.
Часть меркитов, она переселилась в Башкирию и вот положила начало роду меркит в составе уже башкирского народа. Вот такая история. Дальше как? Поскольку были небольшим родом, они вошли в состав крупного башкирского объединения Минг. Племя Минг делилось, значит, на 11 подразделений, вот это племя. 9 из них были собственные минские подразделения племя Минг, а 2 подразделения племя Хабау, о котором мы недавно рассказывали, и племя Меркит, это были такие ассоциированные, так скажем, члены вот этой федерации, были, в общем, такими инородными, так скажем, вкраплениями. Да? Потом, когда происходило вхождение племя Мин в состав русского государства, сохранился документ раздельного письма сначала вот Алексея Михайловича, когда вот все вот эти 11 подразделений объединения Мин поделили между собой вот эту землю. Там как раз указывается Ахман Мурза, на начало 17 века был предводитель меркитов. Он получил большую территорию. Вот это территория современного Аргуазинского района. И вот на территории, так, по-моему, Гафурийского района сейчас есть Белое озеро, да? И вот мы на карте 18 века Уфимской провинции мы видим, что на берегу этого озера тогда существовал аул Меркит. Долина реки Уршака, вот как бы зоны, вот основной зоны расселения меркитов, и до Белого озера вот эта вся была вот эта территория их довольно-таки обширная. И плюс у них была территория, как недавно мы обнаружили документ, у них, оказывается, у меркитов была даже территория под Уфой. Под Уфой. Вот сейчас, когда мы выезжаем в сторону Затона, да, там вот мы проезжаем, по-моему, деревню Вавилово, если кто помнит. Вот как раз нашел документ, как вот эти служилые люди, предки вот этих Вавиловых, приобретали землю, брали, так сказать, в оброк у башкир-меркитов. Получается, что как раз эта территория, она между двух башкирских столиц, да, между Стерлитамаком и Уфой. Ну, это сейчас, да. Стерлитамака тогда-то не было, но да, сейчас... Нет, я имею в виду уже ближе, да, как раз к образованию Малой Башкирии. Посередине как раз, посередине, да. Они входили в эту Нет, они в Малую Башкирию не входили, поскольку это была территория, тогда считалась Уфимская губерния. Да, Уфимская губерния. Вот. В Малую Башкирию не входили. Они, конечно, как и все вот эти башкиры Уфимской губернии, мы знаем, что там какое движение потом развернулось за присоединение, значит, к Малой Башкирии. То есть, это когда говорят, что взяли вот так, и Ленин такой дурак, предатель, взял там и... Начертил. Да, начертил и взял и отдал Уфимскую губернию. Нет, совсем не так это было. Сначала в 18 году у них там уже началось движение в Бураево, о чем мы говорили, когда про род Ильдяк рассказывали. За присоединение к Башкирской республике провозгласился Бураевский автономный кантон. А потом в 20 году вспыхнуло восстание, Черный орел, или вилочное восстание, которое там тоже, значит, по крайней мере, вот эти демские волости по реке Деме, потом на территории Туймазинского района и так далее, там мощное движение шло, и там один из лозунгов этого движения был присоединение к Башкирской республике. Вопрос был окончательно решен в 22 году. В принципе, вот эти итоги этого восстания показали, что Уфимская губерния вот как субъект, наверное, существовать не может. Вот, и Мензелинский уезд отдали Республике Татарстан, хотя это тоже была вся территория, значит, исторической Башкирии. Вот, а Бирский и Белебеевский присоединили к Малой Башкирии. Вот образовалась БССР в современных очертаниях. Ну, что касается меркитов, они были, конечно, тоже участниками восстания. Там мы видим вот 1735-40-х годов, когда вот Кириллов, руководитель Оренбургской экспедиции, приехал в Уфу, к нему отправили парламентеров, он их засек до смерти, да, убил 2. Вот один из них был как раз башкир меркитской волости Калим. Из этого мы видим, что они были участниками всех этих движений. Мы часто, да, говорим, когда ведем историю того или иного рода, о генетике. Были ли такие исследования по меркитам? По меркитам исследования были генетические. Вот и возвращаясь к вопросу об их происхождении, там, монголы, там, они не монголы. Генетика – это вот такая штука, которую, наверное, трудно опровергнуть. Но генетически они не имеют ни отношения вот, генетически к монголам. Не имеют. Вот у них гаплогруппа R1b, не та, которая, скажем, у представителей башкирского племени бурзян, и которая соотносится, скажем, с древней ямной культурой, там, и с индоевропейцами и так далее. Да. Иранцы, по сути. Да. Вот. А другая, значит, R1b, M73, наши уважаемые генетики, в общем-то, вот что написали, что их гаплогруппа, их вот этот субклад, он характерен для... С разной частотой линии R1b, M73 встречается у шорцев. Шорцы – это, значит, алтайский народ. Кумандинцев, томских татар, карачаевцев, нагайцев, башкир. Из этого, значит, делают вывод, что поскольку кумандинцы, в общем-то, считаются родственными куманам, кипчакам и так далее, считается, что вот эта гаплогруппа, она кипчакская. Характерная именно для народов кипчакской группы. Но насколько это было кипчакам характерно, мы не знаем.
Вот, возможно, это тоже как-то имеет отношение к более древним, скажем, пластам этногенеза, более древним, там, скажем, компонентам, которые были на Алтае. А на Алтае кто был? Опять же, те же самые скифы. Ну, в общем-то, вопрос пока вот такой дискуссионный, но одно точно можно сказать, что к монголам, у монголов, в общем-то, таких генетических маркеров мы не наблюдаем, и, соответственно, к монголам это вряд ли имеет какое-то отношение. Давайте теперь по традиции назовем знаменитых представителей рода Меркит. Ну, я бы назвал таких людей. Поэт известный Рашид Шакур, потом уже покойный поэт, в какой-то степени даже культовый поэт Рашид Назаров. Потом Газим Шафиков, тоже уже покойный писатель, знаменитый публицист, тоже был меркитом. Потом все знают Ахнафа Дильмухаметова, советского государственного деятеля, да, то есть отца небезызвестного Айрата Дильмухаметова, один из руководителей нашей республики. Вот есть филолог Фануза Надрашина, тоже хорошо известная. Потом есть Каримов Салават Кунакбаевич, если кто знает, которого прозвали, значит, киллер олигархов, да, в прокуратуре, значит, генпрокуратуре, там дела ЮКОСа вел и так далее, значит. Раскулачил ЮКОС он, собственно. В общем, много известных представителей. И еще хотел бы я назвать, значит, нашего очень уважаемого человека, Салавата Амирхановича Кильдина, который, в общем-то, был отцом БСТ, в общем-то, при нем БСТ создавалось, а до этого просто занимал как бы должность, тогда называлась БТВ, башкирское телевидение, очень многое сделал для развития телевидения республиканского. Мы часто говорим о том, что весь материал, который мы рассказываем, он изложен в серии книг, в многотомнике «История башкирских родов». Давайте подскажем слушателям, если они хотят изучить именно там по своему роду, как они могут это сделать. Могут ли они книгу найти или, может быть, на сайте? На каком-то? Я думаю, что самое простое, они могут найти в интернете. То есть, у нас есть свой сайт, и там все в PDF электронной версии этих книг есть, и можно скачивать, в общем-то, без ограничения. Сайт называется у нас башкирика.ком. Просто скажу, что если вы в Яндексе наберете «История башкирских родов», то первое, что вам выдаст Яндекс, это как раз этот сайт. И там уже в PDF-формате все эти книги можно себе найти. И даже проще можно сделать. Там, просто набивать название своего рода в интернет. И либо сразу какая-нибудь PDF-ка вылезет, либо, значит, будет ссылка на Википедию, а в Википедии там в ссылках во многих статьях PDF-версии прикреплены. Спасибо большое. Я напомню, это были Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации «Шажаре» Салават Хамидуллин. До свидания. До свидания.